Полчаса до начала представления, последние минуты до встречи со зрителями. За кулисами более 70 человек готовятся к выступлению. В прошлом году в Канарском районе проходил открытый урок, в который к нам приходил ДК Хузангая. Они там нас заметили и пригласили в этом году поучаствовать в этом мероприятии. Многие артисты надели национальные костюмы. Судьба чувашского народа неразрывно связана с войной. Для республики, для каждого жителя Чувашии подвиг строителей – особая часть истории. Народ чуваш тоже участвовали в оборонительных позициях. И наша нация тоже сильна, территория огромна. Все люди вышли как единый коллектив и эту работу сделали. Ну и также показывается, какова роль вообще женщины в этом подвиге. На рубеже памяти – постановка, в которой приняли участие более 10 танцевальных и вокальных коллективов Чувашии. На сцене они проживали жизнь героев прошлых лет. Девочки, девушки, женщины вручную долбили скованную морозом каменную землю, стирали руки в кровь, возводя окопы, землянки, блиндажи, доты и дзоты, без единого выходного, даже в самые лютые морозы. Вся команда ДК имени Петра Хузангая очень профессионально, все ведущие хореографы, вокальные коллективы, все были вовлечены в процесс, самоотверженно трудились больше 2,5 месяцев. Все это создано ими от гармонистов до артистов театра, массовое вовлечение. И вот эти худсоветы, которые мы устраивали, вот это обсуждение, привели вот к тому результату, который сегодня – это коллективный труд. Идея масштабного представления родилась после проекта «Танцы без дистанции», где девушки начали взаимодействовать с творческими коллективами республики. У нас уже был такой опыт, у нас хореографы выезжали в районы, давали там мастер-класс хореографический, но здесь мы немножечко сузили тему и, так скажем, ее преобразовали. Так получился наш проект. 2,5 месяца упорного труда. Продумана каждая деталь и все своими силами. На создание образов ушли и средства гранта главы Чувашии – 100 тысяч рублей. Музыки на Сурский рубеж нет, поэтому мы создали эту музыку сами, своими вокальными коллективами, хореографическими, сами же зачитали текст. Этим мы очень гордимся. События 80-летней давности объединили жителей всей страны. Несмотря на трудности, холод и голод, все шли к одной цели – остановить врага. Так и сегодня, не жалея ни сил, ни времени, творческие коллективы республики стали единым целым, чтобы напомнить, как это было, и сказать героям спасибо. Екатерина Никитко, Георгий Кривошеин, Республика.